О мусульмане! Одним из самых мощных средств, которые Аллах дал тем чуждым, это то, что сделало нас мусульманами. Одним из самых мощных средств, которые Аллах дал чуждым, это наш призыв. Призыв к Аллаху свят Он и велик. Вы и я. У каждого из нас есть сила, заключенная в наших устах. У нас есть сила, заключенная в нашей груди. У нас есть сила, заключенная в нашем сознании. И эта сила гораздо мощнее любой бомбы в мире. И поэтому странники в наше время должны проявлять стойкость. Потому что Аллах в Коране уготовил для странников, которые были стойки и не сдавались, то, чего не видел глаз, и то, чего не видел взор, и то, о чем не помышлял разум человеческий. У них есть водородная бомба, у них есть атомная бомба, у них есть та бомба и эта бомба, и они могут взорвать ими все на этой земле. Но Аллах, свят Он и велик, не дал им бомбу, которая заставляет взрываться сердца. Ураба — это люди, которые исправляют, когда люди портятся. Пришел бедуин к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха!» Он сказал: «Да». Он сказал: «Я хочу дать тебе присягу, что нет истинного Бога, кроме Аллаха. И ты посланник Аллаха». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принял эту присягу. Затем, когда было сражение, в котором участвовал этот бедуин, после этого сражения, когда делили трофеи, дали часть из них ему, он отказался от этого. И пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, я не давал тебе присягу для этого, то есть для этих трофеев». И он спросил: «А для чего же ты дал присягу?» Он сказал: «Я дал присягу для того, чтобы прилетела стрела врага кафира и попала сюда, и вышла отсюда». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал его, заплакал, потому что он видел искренность в этом человеке. И он сказал: «Если ты будешь правдив с Аллахом, то Аллах покажет твою правдивость». И после битвы, когда его нашли, стрела попала именно туда, куда он указывал. Она вошла в верхнюю часть груди и вышла из затылка. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стирая песок с его лица, говорил: «Ты был правдив с Аллахом, и Аллах показал твою правдивость». Передается, что Абдуллах ибн Амр перед битвой при Ухуде в ночь стоял в таджуд намазе и просил Аллаха, чтобы Аллах даровал ему шагаду, мученическую смерть на пути Аллаха. Затем, на утро, когда он проснулся, он сказал своему сыну: «О мой сын, я видел во сне, что я буду убит завтра в битве. На тебе твои сестры, и я доверяю вас Аллаху, который хранит доверенное ему». И после битвы он пришел и увидел тело своего отца разорванным перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И пришла его сестра и сказала: «О посланник Аллаха, он в раю, если да, то я буду терпеть и надеяться на награду, или в другом месте». Он сказал: «Это сады рая». Он достиг высшей степени фирдауса. И в некоторых версиях говорится, что его сын Джабир был печальным и плакал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Что тебя печалит, о Джабир?» Он сказал: «Мой отец умер, остались долги, и на мне, на моем попечении мои сестры». Тогда он сказал: «О Джабир, не обрадовать ли тебя?» Он сказал: «Да, о посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Аллах не говорит со своими созданиями, кроме как через преграду. Однако с твоим отцом и с теми, кто был его товарищами, он заговорил без преграды». И он спросил: «Желаете, о мои рабы?» И они сказали: «О наш Господь, верни нас в дунья,
чтобы мы сражались вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы не поклонялись тебе должным образом, чтобы мы были убиты еще раз на твоем пути. И Аллах Всевышний сказал: я предписал самому себе, что в нее никто не вернется. Желайте. И они сказали: о наш Господь, мы хотим, чтобы ты был доволен нами, ведь мы довольны тобой. И Аллах Всевышний сказал им: я делаю для вас дозволенным свое довольство, и вас не постигнет мой гнев никогда. И Аллах поселил их души в забу райских зеленых птиц, которые прилетают в рай и пьют из райской воды, и едят райские плоды, и укрываются в светильниках, которые подвешены в небесах и у трона Аллаха Всевышнего. Однажды пришел Саад ибн Аби Ваккас Абдуллах ибн Джахшу и сказал: в битве при Ухуде пойдем и будем взывать к Аллаху и попросим у него. И тогда оба они отошли и стали делать дуа. И Саад ибн Аби Ваккас сказал: я буду просить у Аллаха, а ты говори аминь. И тогда он сказал: о Аллах, дай мне встретить сурового воина, сражаться с ним, и чтобы я убил его и взял с его трофеи. И тогда Абдуллах ибн Джахш сказал аминь. Затем Абдуллах ибн Джахш сказал: теперь я буду просить, а ты говори аминь. И тогда Абдуллах ибн Джахш сказал: о Аллах, дай мне встретить сурового воина, сильного, чтобы я сражался с ним, и чтобы он отрезал мне нос, и чтобы он отрезал мне уши, а затем убил меня. А затем, когда я воскресну, ты спросил меня: за что с тобой поступили так? За что с тобой поступили так? И чтобы я ответил: ради тебя и твоего посланника. Ради тебя и твоего посланника. И рассказывает Саад ибн Аби Ваккас: закончилась битва, и в конце дня я искал его тело, и нашел его тело, и он был без ушей, и он был без носа, и они были подвешены на веревку. И затем сказал Саад ибн Аби Ваккас: дуа его было лучше, чем моя дуа. Подобно тому, как ислам начался странным, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, и подобно тому, как он возвеличился впоследствии и стал великим и сильным, подобно этому придет время, ислам снова станет странным, и снова станет великим и сильным. Потому что мы не боимся никого, кроме Аллаха, свят Он и велик. И Аллах, свят Он и велик, сказал нам, что величие принадлежит одному Ему. Что Он возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Это принадлежит Аллаху. О мусульмане, делайте дуа, взывайте к Аллаху свят Он и велик, чтобы вернуться к исламу, и тогда вас снова станут уважать. Вернитесь к исламу, и тогда вся ваша сила снова вернется к вам. Просите Аллаха свят Он и велик, и Он ответит вам. Рассказывайте вашим детям о чуждых, и сами тоже изучайте историю о них.